Сегодня мы снимаем подкаст от Жылдары Ембек Жолом. У нас в гостях Идиев Гирихан Ибрагимович, председатель Чечено-Ингушского этнокультурного объединения «Войнах». Здравствуйте, Гирихан Ибрагимович. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своем трудовом пути в ассамблее. В ассамблее я являюсь руководителем, по-моему, с 2002 года, уже лет 20. И, наверное, это очень хороший участок моего, или дистанция хорошая моего жизненного пути. Да, в ассамблее всегда мне было интересно. Я думаю, что я принес пользу нашей республике. У нас за плечами очень много мероприятий, культурных мероприятий, прикладных мероприятий, потом медитативных мероприятий. И наша деятельность всегда была продуктивной, бурной и так далее. А что касается моего трудового пути, я инженер-строитель по образованию. И больше, кстати, я строил Астану, тоже приложил руку. Я работал в системе второго треста, как считалось, что сельстрой номер 2. Очень бурная была у нас деятельность, очень бурная работа. И, как вам сказать, я приобрел большой опыт там, большой опыт. Мы и строили в Кокштау, наши ПМК строили по районам, а впоследствии уже мы перешли в Астану. И за плечами тоже много объектов. Было когда-то трудное время, самое, это 95-й, 6-й, наверное, где-то даже 7-й захватили. В это время у меня была вахта в России. За счет России я своих рабочих хорошо кормил, платил зарплату. Тогда зарплата была редкость. И вот сегодня мы с рабочими встречаемся, нам есть о чем вспомнить. Мы радуемся, что видим друг друга. Неплохо жили, так скажем. Знаете, радует то, что по сравнению с теми годами все-таки Республики Казахстан все равно мы прогрессируем. Наша страна сегодня узнаваема. Мы где-то как-то в этом раньше, может быть, сомневались в начале пути. Сегодня узнаваемо, имеет авторитет, лидер Центральной Азии. Поэтому, в нашу внутреннюю жизнь, наш мир, согласие, все, то есть тоже там частица нашего труда. Поэтому это меня радует. Хорошо, спасибо. Гирихан Ибрагимович, исходя из вашего большого жизненного опыта, какой совет вы бы дали молодому поколению? Сегодня болевая точка это не только моя точка зрения, мы все знаем, что сегодня болевая точка любой страны это то, что, исходя из своих геополитических интересов, другие державы вносят разлад внутрь страны путем, интернета и так далее, различных идеологий. Я хочу, чтобы наши ребята были твердыми в своих намерениях, твердыми в своей точке зрения, конкретными патриотами страны и не дали никому себя развести, чтобы наше единство оно не было подвластно кому-то, чтобы ребята, наша молодежь, чтобы они понесли дальше то, что передали им отцы, матери, что передали им предки. Это раз. Во-вторых, сегодня большие возможности, в IT, этих программах, сегодня большие возможности у ребят. И я хочу, чтобы Казахстан занял одно из лидирующих мест именно в этих прогрессивных передовых видах деятельности, так скажем. Сегодня есть все условия, и я хочу, чтобы наши ребята, я им просто советую, чтобы не тратили время на разные, не раскидывали свое внимание, чтобы у каждого была цель, и все вместе содействовали тому, чтобы Республика Казахстан стала устойчиво дальше развиваться, чтобы это было мощное государство. Спасибо вам большое, Гирихан Ибрагимович, за участие. Спасибо вам, Рахмет.